Всем доброго утра, хорошего настроения. Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. И сегодня мы по-настоящему постараемся сделать пятничный эфир для вас энергичным и подготовим вас к завершающему рабочему дню на этой неделе. И сейчас такой голос за кадром. Скажи, скажи. Да, кстати, сегодня вы сейчас видите QR-код на ваших экранах. Мы предлагаем вам, конечно, подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Ну, а также сегодня мы дарим подарки для подписчиков нашего канала в мессенджере Max. Так, если я не ошибаюсь, уже сейчас условия... Так, да, скоро появятся условия нашей игры, и, соответственно, счастливчик, победитель, получит хороший подарок. Поэтому подписывайтесь, заходите и ждите наши подарки. Ну и главное, заряжайтесь хорошим настроением. Ну а прямо сейчас расскажем, чтобы настроение ни в коем случае не испортилось, о том, что же нужно сегодня одевать. Итак, в центральных районах сегодня от 0 до +4, в Заречной группе 1 градус ниже 0, +7, в южных -2, +9, в Вилюйской группе до 7 градусов тепла сегодня, в Нижнеленске до 4, выше 0, в западах -1, +9, в Колыма-Индигирской группе Улусов -4, +8, в Янских -6, +3, ну а на северо-западе пока прохладно, ниже 0, 9-4 градуса. В Якутске в 6 часов утра температура составила 2 градуса тепла, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер 5 метров в секунду, западный. Сегодня днем без осадков существенных, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 9-14 метров в секунду, температура воздуха днем +6, +8 градусов. Ну, неплохая такая погода. Но, вот, кстати, вчера пурга вечером была очень интересной. Застал? Да, я вообще думал, я ехал по какой-то базе, забирал со склада вещи и думал, пенопласт, что ли, летит. Уже отвык от снега, это снег был, оказывается. Ну, а давайте сейчас узнаем, какие последние новости, да, ну, буквально через несколько минут. Хотелось бы отметить, что ученые выяснили, сколько все-таки надо спать, да, чтобы быть здоровым. Команда китайских нейробиологов на базе британского биобанка изучила данные 500 тысяч человек и пришла к выводу: идеальная формула сна от 6 до 8 часов в сутки. Именно столько нужно, чтобы организм восстанавливался, а риски болезней и преждевременного старения снижались. При этом и недосып, и пересып работают против нас. Меньше 6 или более 8 часов, и тело начинает стареть быстрее. Для исследования не доказывает, что на 100%, что именно сон влияет на здоровье. Может быть, здоровье влияет на сон, а не наоборот. Но регулярный отдых в рамках 6-8 часов – это беспроигрышная ставка. Ну, сон вообще это такое, как сказать... Ну, сразу... Такое дело, знаешь, да. Это столько там составляющих. Ну, возникает вопрос, наверное, все-таки они обобщили понятие, потому что все равно есть индивидуальные какие-то особенности, особенно возрастные. Но вот ты жаворонок или сова? Я вообще склонен считать, что я сова. Но в целом, вот, допустим, я без проблем, например, просыпаюсь перед эфиром, да? То есть, ну, это в 4-5 утра. Да. Каких-то особых проблем нет. Еще и потом, в субботу и воскресенье тоже просыпаюсь в 5:30. Это, мне кажется, тоже дело привычки и графика, поэтому устанавливайте свой режим, чувствуйте себя здоровыми, но и пользуйтесь рекомендациями. Ну, а прямо сейчас уже анонсированные новости. Доброе утро, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Эксперимент по посадке в самолет по биометрии начнется в России с 1 июня и продлится до 1 апреля 2027 года. Эксперимент пройдет на добровольной основе в аэропортах Пулково и Шереметьево. Отмечается, что использование единой биометрической системы в рамках эксперимента не исключает обязанности пассажира предъявить также документ, удостоверяющий личность. Минтрансу, Минцифры и ФСБ необходимо будет не позднее, чем за 50 дней до завершения эксперимента провести комплексную оценку результатов и предоставить в правительство соответствующий доклад.
В России появится новая профессия – инженер подводных беспилотников. Об этом сообщил проректор по научной работе Санкт-Петербургского морского технического университета Денис Кузнецов. В частности, речь идет об охране опор мостов, газо- и нефтепроводов. При этом проректор подчеркнул, что изменится сама концепция подготовки таких специалистов. Раньше было так – под водой одни подходы к проектированию беспилотников, в воздухе и совсем другие. Мы будем стремиться уйти от привязки к одной среде и рассматривать применение беспилотных систем в едином технологическом пространстве – земля, вода, воздух, космос. В микрорайоне Звездный города Якутска работает самая крупная котельная в республике. Котельная работает еще с декабря 2024 года и имеет 8 котлов. На данный момент тепло от нового объекта получает 17 домов, спортивная школа и общеобразовательная школа. В планах подключения всех новых жилых домов и объектов микрорайона. Бесперебойную работу обеспечивают резервные источники питания, что сокращает энергозатраты даже в минус 50. Объект введен в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объект отнесен к первой категории надежности, полностью автоматизирован, оснащен резервными источниками питания и стабильно работает в наших суровых климатических условиях. На сегодня к котельной подключены многоквартирные жилые дома микрорайона, школа на 990 мест и спортивный комплекс с ледовой ареной. Реализация данного проекта закладывает основу для долгосрочного устойчивого теплоснабжения микрорайона и последующих этапов его застройки. В окрестностях Якутска уже более 2 десятилетий успешно работает крестьянское хозяйство «М». Настоящий оазис свежих овощей и ярких цветов в условиях сурового северного климата. В этом году хозяйство традиционно приступило к посевным работам в феврале и марте. Сейчас вся рассада находится в варочных теплицах, где поддерживается необходимый режим температуры и влаги. Пока саженцы живут в индивидуальных стаканах и уже совсем скоро будут пересажены в открытый грунт. В этом году, как и прежде, жители Якутска снова увидят на своих столах картофель, томаты, баклажаны, капусту и другие овощные культуры. Более, наверное, 15 лет как занимаемся цветами. У нас постоянные клиенты, для озеленения города. Вот, у нас как бы все налажено. А вот по поводу овощей, какая-то экзотика, может, планируется? Еще же у вас бывают там арбузы, дыни. Какая уж экзотика? Это уже, наверное, не экзотика. Якутский арбуз это уже как бренд стал. Вот. Да, конечно, это уже как бы неотъемлемая часть якутских арбузов нашего хозяйства, как и кукуруза, дыни, вот клубнику, да, уже 6 лет подряд мы выращиваем. Продолжаем делиться интересными новостями. Якутские сказки сегодня получают новую жизнь. Их и пересмысливают, оформляют в современном стиле и делают ближе новому поколению читателей. Через иллюстрации, дизайн и визуальные образы старые сюжеты начинают звучать по-новому, сохраняя при этом национальный колорит и традиции. О том, как создавался сборник якутских сказок и почему такие проекты сегодня особенно важны, поговорим с креативным директором дизайн-студии Александрой Захаровой. Доброе утро. Доброе утро. Вообще, как появилась такая уникальная идея создать сборник якутских сказок в таком современном виде, в таком чудесном издании? Мы очень долгое время в студии работали над коммерческими заказами, и бывало такое, что вечерами собирались, у нас был какой-то мозговой штурм, и мы просто фантазировали на тему того, какой у нас мог бы быть проект мечты, который вот мы от себя искренне, с душой хотели бы сделать. И как-то вечер за вечером постепенно мы пришли к тому, что вот у нас сформировался тот образ, что мы хотим сделать, и мы очень хотели поработать с якутской литературой. И сначала мы сделали якутский комикс был на якутском и на русском языках, а постепенно пришли к мысли о том, что было бы здорово поработать именно с фольклором, со сказками, и придумали вот идею о том, что выпустить сборник якутских народных сказок, но хотели его сделать более интересным, через какой-то современный книжный формат донести сказки в более интересном современном формате. А на ваш взгляд, вырос ли интерес к национальной культуре и фольклору? Мы в целом в работе студии заметили это еще с 2019 года. Тогда к нам заказчики стали обращаться за
дизайном именно с якутским колоритом, с национальным культурным кодом. И сейчас я наблюдаю, что все и больше проектов появляется, которые именно сохраняют вот этот якутский культурный код и пересмысливают его через современные какие-то форматы. И это не только про книги, не только про комиксы, например, это в том числе какой-то мерч, какие-то интересные изделия, и это не может не радовать. Ну вот, а мы попробовали поработать именно с книжной историей. Какие сказки вошли в издание и как вы их выбирали? Выбирали мы их, мы выбрали самые популярные, это сборник якутских народных сказок, самые популярные вошли «Девушка на Луне», «Почему кукушка перестала видеть себе гнездо», «Небесные девицы», «Царь-птица», «Встретившийся с дочерью Баяна» и другие. Всего 7 сказок, и над каждой сказкой работал отдельный якутский художник. Мы собрали команду из иллюстраторов, у нас был открытый не конкурс, мы просто объявили о том, что ищем иллюстраторов для проекта. И с каждым обсуждали индивидуально, рассказывали ему про этот проект, и ребята, вся команда очень тепло приступила к работе. Ну вот действительно, проект очень интересный. А что было самым сложным в работе? Наверное, самым сложным было подобрать тот формат, который мог бы быть одновременно интересным и захватывающим, и в том числе развивающим. И эта книжка, она называется «Виммельбух». Виммельбух — это такая механика, которая предусматривает поиск мелких предметов на развороте. То есть все развороты по сказкам тематически проиллюстрированы художниками, и в каждый разворот спрятано очень много разных загадок. И пока читатель знакомится с содержанием сказки на якутском сборнике и на русском языках, и в конце каждой сказки есть небольшое задание, которое нужно выполнить, уже рассматривая богато детализированный, проиллюстрированный разворот. То есть получается такая еще игра небольшая внутри. Да, потому что мы хотели, чтобы сборник был не просто красивым, чтобы он еще был развивающим. И вот поиск предметов для ребенка, он наиболее такая интересная механика взаимодействия с контентом. Ну вот визуальный стиль очень интересный. Как вы его нашли и как вы к нему пришли? Ну я вот, как уже сказала, над сборником работало 7 якутских художников, и у каждого есть своя определенная стилистика. И нас очень радует, что каждый сборник, каждая сказка, она выполнена в своем отдельном уникальном стиле, в стиле этого художника. И пока читатель знакомится с содержимым сказки, он в том числе обращает внимание на разную детализацию, на разный стиль, который был выполнен. Ну а после того, как мы получили уже сами развороты, да, мы собрали это все в единое оформление. Над оформлением работал отдельный дизайнер, иллюстратор, который вот смог все эти очень разные по стилистике иллюстрации собрать в единый такой формат. Интересно. Вот сейчас дети, подростки в основном ушли в такой электронный формат, Да. мир цифровых там, гаджетов. Вот, а как сделать народные сказки интересными для них, для современных детей? Ну, наверное, одна из причин, почему мы выбрали именно такой стандартный печатный книжный формат, это потому что действительно мы сейчас живем в такую эпоху, где у нас весь контент находится в телефоне или на компьютере. И это немножко выматывает, и постепенно большое количество контента через телефон, через экран, но очень тебя нагружает в течение дня. Вот. И поэтому мы решили поработать с стандартным книжным форматом и сделать его через вот эти вот разные механики, через различные стилистики более интересным для подрастающего поколения. Ну, то есть ориентируемся вроде бы на детей, но в то же время даже взрослому будет интересно пролистать. Да, мы вот в ходе работы подумали о том, что, возможно, мы это сделали не только для детей, родителей, но и для внутреннего ребенка, каждого родителя, который находится у каждого из нас внутри. И, возможно, взрослым даже будет, может быть, интереснее знакомиться с разворотами, с содержимым, потому что у каждого в детстве был сборник якутских сказок, но он был в простом тексте, и визуальные образы создавались в голове, а здесь можно их, пока вот ты читаешь, то и вот на развороте уже и образы созданы. Ну, на самом деле, мне кажется, такой еще уникальный подарок. Да, мы тоже, одна из причин, почему мы занялись вот дополнительным проектом издательства, потому что мы сами часто ездим куда-то, на конференциях выступаем, в профессиональном сообществе развиваемся, и нам хотелось, чтобы подарки, которые мы с собой привозим,
чтобы они были какие-то уникальные, потому что, ну, у нас есть профессиональная деформация у дизайнеров, что как будто бы то, что ты даришь от себя, оно должно быть какое-то особенное. А если это еще и с национальным колоритом, то это супер замечательный подарок. Ну, действительно, вот глядя сейчас на разворот, даже вот мне, как взрослому человеку, хочется так пройти, посмотреть, что за задание, да, потому что в целом есть действительно даже, ну, на тех же смартфонах такие игры, где надо найти там что-то там такого детективного плана даже на моменты. Это очень интересно. Как вы думаете, насколько сегодня важно рассказывать о якутской культуре через современные проекты вот, и дизайн? Ну, я думаю, очень важно, потому что, например, я, когда училась в школе, мне якутская культура, несмотря на то, что я выросла в якутской семье, да, она была не очень близка, и как будто бы мне было не очень интересно с этим знакомиться. Вот. А сейчас, после того, как мы начали уже непосредственно с этим культурным кодом работать, это для меня открылся целый новый мир, который как бы и был в самом начале, у меня к нему был доступ, да. И очень здорово, что у меня это сформировалось вот в ходе работы, но через современные форматы это можно доносить до подрастающего поколения в еще более раннем возрасте и закреплять вот эту культурную составляющую у детей и подростков, ну и взрослых в том числе. Спасибо большое за интересный рассказ. Вот приоткрыли тайну. У нас один разворот. Все посмотрели, думаю, все заинтересуются. Желаем, чтобы их дальнейший проект был таким же успешным. Большое спасибо. Спасибо. В некотором царстве, в некотором государстве все вместо будильников поют жар птицы, а зеркала умеют говорить правду. Живет одна простая, но могущественная традиция. Ну, помните, в сказке о мертвой царевне зеркало обещало: ты прекрасна, спору нет. Но чтобы услышать эти слова от собственного отражения, не нужна магия, нужна хорошая и правильная утренняя зарядка. Ну а какая? Покажем прямо сейчас. Всем доброе утро! Сегодня я расскажу и покажу, как можно избавиться от носогубных складок. Также мы приподнимем именно скуловые кости, потому что у нас каждым годом эта зона сползает вниз. Эта гравитация делает свое дело. И мы подтягиваем также овал лица. Давайте приступим. Первое упражнение. Берем указательные пальцы и кладем возле крыла носа, где у нас носогубная складка. Приложили плотненько, не просто положили, да, а мы притапливаемся, прямо до костей доходим, и мы делаем губой У. Когда мы делаем губой У, вы должны почувствовать именно натяжение вот верхней губы. Делаем 6 раз. У. Даже можете прямо проговаривать букву У. Также второе упражнение. Что мы делаем? Мы должны приподнять именно скуловую кость. Берем масло или массажный крем. Вот эту вот область хорошенько мы обрабатываем, чтобы у нас пальцы скользили по этой зоне. Мы должны скользить средним пальчиком под скулой. Вот где у вас выпирающая часть скулы, вы должны средний пальчик под скулой вести к периферии в области ушей. Плотненько под нижней скулой вы должны делать вот такие вот поглаживающие движения. Делаем 10 раз с каждой стороны. Очень хорошо приподнимает именно скуловые кости, и ваши щеки скажут спасибо. Плотненько скользим 10 раз. Также третье упражнение на носогубные складки. Берем 3 пальчика, это указательный, средний, безымянный палец, и левая рука должна обхватить правую щеку и установить 3 пальчика на носогубные складки. Вот таким вот образом. Что мы делаем? Мы попеременно берем пальчики и продавливаемся внутрь и на себя тянем. При этом мы должны именно работать с мышцами, которые приподнимают щеки вверх. Это у нас малая и большая скуловая мышца. Будет болезненное ощущение, вы прямо будете чувствовать, да, но это именно где крепятся эти мышцы, малая и большая скуловая мышца, она уходит в гипертонус в течение дня. И мы должны максимально расслабить эту зону. Также берем правую руку и заводим за левую щеку, 3 пальчика устанавливаем на
носогубные складки и попеременно мы пальчики проминаем эту зону, которая у нас проваливается, и гравитационный птоз показывает нам визуально носогубные складки. Вот это вот упражнение очень хорошо поднимает именно скуловые кости, также выпрямляет носогубные складки. Выполняя простые упражнения по технике Гуро, вы можете избавиться от носогубки и также подтянуть овал лица. Это делается в течение 5 минут. До новых встреч! Делайте зарядку и будете прекрасны. Но вообще вы знали, что каждое число, прекрасно по-своему, и 15 мая это не просто рядовое число в календаре, а самый настоящий музыкальный грамплат истории. Представьте себе на мгновение ту самую тишину студии звукозаписи где-то в 1940 году, где вместо привычного хрупкого шелака в воздухе пахнет чем-то новым, полимерным и революционным. Именно в этот день игла звукоснимателя впервые не царапнула, а мягко прошлась по виниловой глади. Это был не просто звук, это было рождение понятия «долгоиграющая пластинка». Тишина между треками перестала быть врагом. Теперь музыка не умещалась на одной стороне в 3 минуты, а получала право течь, дышать и рассказывать историю целиком от первого аккорда до финального затухающего. Но какие еще даты и события наполнили этот день, узнаем прямо сейчас. На календаре 15 мая – Международный день семей, Международный день климата. По народному календарю – Борис и Глеб сеятели. С этого дня начинают петь соловьи. Если поют громко, основательно, значит не за горами лето. Если соловей поет всю ночь, следующий день будет солнечным. А если соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо. Этот день в истории. В Московском Кремле заложен Благовещенский собор. В Голландии пышно отметили рождение черного тюльпана. Основано Российское общество Красного Креста. Американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой. Состоялось открытие первой линии московского метрополитена. Состоялось открытие Крымского моста. В этот день родились Илья Мечников, русский и французский биолог, Нобелевский лауреат. Виктор Васнецов, русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты. Пьер Кюри, французский ученый, физик, Нобелевский лауреат. Михаил Булгаков, советский писатель, драматург, театральный режиссер. Владимир Трошин, советский и российский певец, актер, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя, Роман. Но уникальную грампластинку с записями 1939 года в Российском государственном архиве кинофотодокументов обнаружили на днях сотрудники Национальной библиотеки Якутии. Это поистине историческое событие стало настоящей сенсацией для специалистов, так как она является первой грампластинкой с якутскими песнями и содержит записи выдающихся певиц того времени Екатерины Захаровой и Анны Егоровой. Это событие не только подтверждает, что такие произведения могут пережить и многие десятилетия, но позволяют молодому поколению прикоснуться к тем временам и почувствовать атмосферу той эпохи, отметили сотрудники библиотеки. И мы предлагаем послушать небольшой отрывок из этой записи. Потрясающая запись, здорово, что она сохранилась. Но в мире, где счастье часто измеряют квадратными метрами или интернет-лайками, семья Нуримановых измерила его количеством детского смеха. И здесь особая арифметика. На данный момент у семьи 18 детей. Это и кровные, и приемные. В преддверии Дня семьи наша съемочная группа посетила семью Нуримановых. И о том, как громко и счастливо звучит жизнь в их доме, расскажет Катерина Винокурова. Эта компания напоминает сборную дружбы народов. И это не громкие слова. Здесь не спрашивают, откуда ты родом. Здесь спрашивают, кого ты хочешь обнять и какой фильм будем смотреть сегодня. У каждого свой характер, свой цвет глаз и своя мечта. Но общая одна – собраться вечером за одним большим столом. Мы все-таки живем в Якутии, поэтому я с детьми чаще разговариваю на якутском языке. Все понимают? Ну, даже если не понимают, уже учатся. Да, учатся. Также мы
в любом случае. Вот у нас есть и русские, и украинцы, и немцы, и татары, поэтому в любом случае мы все эти конфессии все-таки изучаем, мы им всем детям рассказываем, как это. Мы учим детей гордиться тем, кто они есть, какие они есть. В этом наше... Какой национальность. Да, в этом наше убеждение. Чтобы в море из 12 человек не случился шторм, нужен штурвал. Этому штурвалу 10 лет. Именно с этого возраста в доме Нуримановых появляются дежурства. График на месяц составляет главнокомандующий – мама Жанна. Кто моет пол, кто накрывает на стол – все по-взрослому. А недавно в этой большой истории случилось приятное. Семья въехала в просторную квартиру. Ту самую, где хватает места для всех. Основная у нас по кухне это Вика. Так, Вика, расскажи нам, что семья больше всего любит есть? Гороховую суп? Все любят, да? Да. Фирменная, да? Ну, у нее получается гороховый суп Вкусно, очень да? вкусный, да. У нас с 10 лет все готовят по очереди. У нас он Каждый есть день, даже. определенный день по очереди у них готовка. Кто-то убирает квартиру. Ну, помогает мне лично самому. Маме помогает девочке. Если что-то перенести, отнести, это мальчики. Ребенок, который взрослеет, он должен уметь все, жить хорошо. Вот у меня вот старшие доченьки, они обычно говорят, когда маленькие будут, нам так не нравилось все это делать, а сейчас, говорит, как хорошо, что ты научила всему. Старшие дети уже вышли из-под родительского крыла, разъехались по другим городам, учатся и трудятся в разных сферах. Младшие ничуть не уступают и мечтают по-серьезному. Миша, давай, кем ты хочешь стать? Пожарным. Пожарным, ух ты. Наташа, Так. ты хочешь стать? Стать полицейским. А, полицейским, оказывается, да? Кондитером? Юрист. Юрист, так. Я хочу стать пожарным врачом. Стоматологом, да? Здорово. Я хочу стать космонавтом. Космонавтом? Ничего себе. Я хочу стать учителем танцев. Танцев. Вот как красиво. Я вообще хочу писателем стать. Писателем? Здорово. А что будешь писать? Стихи? Да. Пожарным. Ну, молодцы, у всех очень хорошие, да? Мечты. А ты что будешь стать, мама? Я мамой буду. Кем хочешь стать? Говорят, что счастлив тот, кто счастлив дома. Но Нуримановы решили доказать это официально. Совсем недавно они взяли серебро в республиканском конкурсе «Счастливы вместе» среди приемных семей Якутии. Серебро – это, конечно, не золото, но если вы посмотрите в их глаза, поймете. Главный приз они выиграли задолго до церемонии награждения. Дети, у нас дружная семья. Да. Да? Не ругаетесь неужели никогда? Не деретесь? Бывает. А вы хотели бы жить потом в будущем, завести тоже большие семьи? Какие-то у вас традиции есть семейные? Вот что вы любите? Вместе прям всем собраться и что-то делать? Куда-то, может, выезжать? Говори. Говори. На дачу. Можно сказать, мы когда-то ходили на дачу, мама надувала нам бассейн. Да, вот там купались. Да. Мама надувала. Мама, да, все делала. Мама Жанны Александровны в свое время также воспитала приемных детей, потому этот путь знаком ей от и до. А тем, кто боится сделать шаг, Нуримановы советуют не искать в детях идеальности. Напротив, искать в себе желание прощать и ждать. А оно обязательно проснется. Моя мама воспитывала нас 6 кровных детей. 5 детей она воспитывала моих двоюродных сестер и братьев. И помимо этого еще 2 детей воспитывались приемные. Вот одна из них моя сестра. Ну и так получилось, что у вас, видимо, это как-то
передается, да, наверное? По всей видимости, ну, это все равно остается. Остается и память об этом, остаются семейные возможности, наверное, остаются. Нуримановы не делят детей на своих и не своих. Они делят пиццу, радость и ответственность. И если один из 18 падает, остальные обязательно протянут руку. Потому что семья – это не кровь, это выбор. Выбор, который они делают каждое утро вместе. Катерина Винокурова, Иван Сорокаумов, Якутск. Ну, мы поздравляем всех с Международным днем семьи. Желаем, чтобы в вашей семье тоже царил такой уют, тепло, взаимопонимание. Ну, и, не знаю, наверное, чужих детей все-таки не бывает, поэтому это замечательный пример, когда каждый ребенок нашел свое место в семье, в жизни и в будущем обязательно достигнет своей мечты. Ну а мы продолжаем, и на улице у нас весна. Это отличный повод выбраться на шашлыки. Но, говорят, идеальный шашлык – это когда вся семья в сборе, дымок над мангалом и никаких дел на завтра. Согласитесь, секрет этого вечера кроется не только в мясе. Да, говорят, что главный вкусный секрет над столом – это соус. Часто именно его рецепт передается от папы к сыну. В нашем следующем сюжете узнаем, как приготовить тот самый суперсоус, из-за которого дети просят добавки, а дочери просят рецепт. Смотрим. Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Николай Атласов, я концепт-шеф ресторана Kitchen. Сегодня мы будем готовить очень интересный соус как раз для шашлычков, для мяса, для курицы. Лучок репчатый, как же без него? Вот так мелко нарезали произвольно. Мы сейчас обжарим наш лучок. Две столовые ложки. Мы его перемешаем. Ой, какой вкус пошел. Сейчас сахар начнет карамелизоваться. Мы туда еще добавим меда. Опа. Все это дело у нас будет карамелизироваться. Нам понадобится пару головок чесночка. И в конце обжарки мы его добавим. Тут самая главная задача, чтобы чеснок пораньше не положить с луком. Потому что когда чеснок поджарится, она даст горечь, которая нам не нужна в нашем рецепте. Вот. И мы отправляем туда чесночок. Сюда мы добавляем кетчуп, либо томатную пасту. Добавим соевого соуса. Хватит. И добавим чуть-чуть водички. А в это время вот этого остренького перчика, который даст очень пикантный, очень такой, как говорится, свой характер. Опа! И самый главный яблочный уксус. 6%. Мы добавим примерно 50-60 граммов. А потом по вкусу мы еще доведем. И готовим до густоты. Добавляем для нашей красоты паприку, где-то 1,5 столовые ложки. Добавим черного перчика, где-то пол чайной ложки. Забыли соли. Вот почему мы проверяем на вкус. Время пришло нашему маслу
сливочному, который сейчас затянет наш соус. Получается, сливочное масло работает так, чтобы все вкусы стали единым. То есть она не четкая, яркая, она сглаживанием идет вкуса. Допустим, вы приготовили окорочка или мясо, что-то, а при подаче осталось самое главное – корочка, вкусненькая корочка. Берем наш соусик, нежно, получается, мы его подкрасили. Видите, уже другая подача. Вот мы так сделали и потом отправили в духовку. Итого получили ресторанное блюдо. Очень вкусно и интересно выглядит, вот особенно немножко зелени, да? А вот 2 года назад в Уснерском центре развития детского творчества «Пегас» в рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка» начал свою работу кружок агроэкологии. Основная задача которого – просвещение и обучение кружковцев навыкам работы в аграрной сфере. Как сегодня живет кружок и чему научились ребята в нашем сюжете. В нашем кабинете работают 2 объединения – агроэкология, а также наш школьный двор при Уснерской школе имени Игоря Владимировича Хоменко. У нас есть опытный наставник Мира Деруковна Баданова. Она нас консультирует в плане посадки, ухода за декоративными и овощными культурами. Кроме того, мы публикуем свой опыт в таких журналах, как «Межрегиональный вестник», «Юный натуралист». Ну и также, конечно, о своей работе рассказываем в местном сообществе, в нашем ВК-группе, также в газете «Северная заря». Планируем в будущем организовать теплицу. У нас она каркасного типа, небольшая, но вот те растения, которые у нас имеются в кабинете, они будут уже высажены и адаптированы к условиям улицы. То есть мы будем выращивать растения в теплице. Здесь ребята получают первые навыки работы на земле. Учатся сеять семена, рассаживать рассаду, ухаживать за цветами и овощными культурами. Они активно участвуют в благоустройстве поселка. Группа учащихся школы Хоменко уже 4 года занимаются озеленением. Ребята методом проб выявили цветы, адаптированные к нашему суровому климату. И теперь высаживают рассаду этих сортов на площади Победы, у школы, у музея. Один раз решила пойти в Пегас на кружок и в Отнесаря. Я почувствовала всю прекрасность природы и узнала много о растениях. И могла себя почувствовать садоводом. Это очень было хорошо. Здесь очень много всего. Есть растения, можно посадить даже ягоды. И даже я один раз посадила 100 петуний. Я очень с большой радостью хожу в кружок агроэкология. В нем мы познаем много разных растений. Также я еще участвовал в рекламном ролике про базилик. У нас растет петунья, укроп, петрушка, огурцы иногда даже. Из овощных культур кружковцы выращивают огурцы, помидоры. В феврале уже пробовали выращенный в кабинетных условиях редис. Ребята получают теоретические знания и практические навыки выращивания растений в условиях длинной зимы и короткого лета. В этом году девочки из объединения стали победителями республиканской викторины «Агрознаток», подтвердив свои знания на практике. Я с детства любила что-то связанное с природой. Я всегда практиковала, смотрела на всякие цветы и изучала, как они растут, и много чего подобного. После того, как меня Лера познакомила с Пегасом, я узнала о кружке агроэкология. И благодаря чему я начала не только узнавать больше интересных фактов о цветах, но еще и больше начала практиковаться на них. Я также их очень сильно люблю рисовать, благодаря чему моя практика рисования цветов стала намного лучше благодаря этому кружку. Летом ребята смогут помогать родителям в теплице и на огороде. Они уже многое знают и умеют этими знаниями пользоваться.
Ну а сейчас мы хотим вам напомнить, что мы объявили игру. Мы дарим вам возможность получить парочку билетов в Национальный художественный музей на выставку Лены Гоговой «Люди и птицы». Ну а что нужно сделать, спросите вы, да? Вы видите QR-код на экране, с помощью него вы можете подписаться на нашу группу в Максе. Но если вы еще не подписаны, да, соответственно, переходите, подписывайтесь и выполняйте условия под последним постом. Ну а результаты мы узнаем уже сегодня в обед и объявим, свяжемся с победителем и подарим замечательные 2 билета в музей. Испытайте свою удачу. Может быть, именно вам суждено в эти выходные провести в музее. Ну а прямо сейчас переходим к последним новостям. Мы продолжаем освещать самые заметные события этого утра. В Госдуме заявили о росте числа фейковых сайтов, гостиниц и детских лагерей. Мошенники создают фейковые сайты и направляют поддельные ссылки якобы от сервисов бронирования в преддверии туристического сезона. Основная задача злоумышленников – получить персональные данные граждан и доступ к их денежным средствам. Людей намеренно торопят с оплатой, сообщая, что осталось последнее место или последний номер, после чего переводят в мессенджеры, отправляют ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные платформы. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам из мессенджеров и СМС, сообщать коды подтверждения и вводить данные банковских карт на неизвестных ресурсах. Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников могут поступать в ведущие вузы России без вступительных испытаний. В Минпросвещении России отметили, что победители и призеры олимпиады могут также получить денежные поощрения. Единовременные от региона ежемесячные выплаты в течение всего периода обучения в вузе в рамках президентских грантов. В этом году дипломы заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получили 4241 человек, 732 из них стали победителями и 3509 призерами. Центр занятости в Якутске активно ведет работу по заявкам от несовершеннолетних для трудоустройства. Все подростки от 14 до 18 лет могут устроиться на работу не на полный рабочий график в различные сферы деятельности. Например, школьники могут работать курьерами, помощниками делопроизводителя или в благоустройстве, озеленении территории, также ухаживать за овощными культурами, растениями, помогать сельхозкооперативам. За работу получают зарплату и дополнительную выплату от Центра занятости. Официально оформляются трудовая книжка, куда записывается стаж работы. С 2008 года в нашей республике реализуется государственная программа по трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время. С 2008 года всего было трудоустроено около 140 тысяч детей несовершеннолетних. Они занимаются разными видами работ, общественными работами по благоустройству. В этом году у нас квота 773 несовершеннолетних. При согласии одного из родителей заключается трудовой договор, предварительно проходит медосмотр за счет работодателя. И в дальнейшем у них есть особенности по трудоустройству касаемо времени работы, касаемо их оплаты и касаемо продолжительности трудового договора. Во Владивостоке в аванзале Приморской государственной картинной галереи прошло открытие выставки «Малочисленные народы Дальнего Востока» в рамках проекта «Азбука народов России от алеутов до саха». Собрались ценители искусства, истории и этнографии. По словам организаторов, в экспозиции представлена живопись, скульптура и графика. Выставка стала частью большого культурного разговора о сохранении традиций коренных малочисленных народов России, их быта, промыслов и уникального художественного наследия. Сегодняшняя выставка посвящена малочисленным народам Дальнего Востока. Это нанайцы, ульчи и другие народности, которые издревле живут на этих землях. Чем гордится Приморская картинная галерея? В коллекции есть произведения, посвященные жизни малочисленных народов, начиная со второй половины XX века и по век XXI. То есть художникам эта тема была всегда интересна. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и встретимся в эфире. Представьте, вы только что получили диплом, полны энтузиазма, заходите в класс, а вас встречает
30 пар глаз, которые ждут чуда. И непонятно, с чего начать. Как не выгореть за первый месяц и построить карьеру, о которой вы мечтали? В Якутии эту проблему решили нестандартно. Запустили ИПР-акселератор для молодых педагогов, который стартовал этой весной в СФФУ. 50 учителей уже разбиты на команды, за ними закрепили наставников-победителей конкурсов. Что происходит внутри этой субботней школы? Как составить индивидуальный план, чтобы он работал, а не пылился в столе? Об этом поговорим с теми, кто находится в эпицентре проекта. У нас в студии Прасковья Никифорова, руководитель проекта для молодых учителей, и Эталина Афанасьева, учитель химии и биологии, участник проекта. Доброе утро. Доброе утро. Прасковья, расскажите подробнее о проекте, как он появился и в чем его главная ценность. Доброе утро. Во-первых, хочу сказать, что наш Северо-Восточный федеральный университет уделяет большое внимание развитию школ и учителей. И в этом году при поддержке фонда целевого капитала нашего университета реализуется проект новый ИПР-акселератор АСВО. ИПР, как вы правильно отметили, это индивидуальные планы развития молодых учителей, а АСВО означает Ассоциацию наших школ. В целом проект направлен на разработку индивидуальных планов по итогам диагностики молодых учителей, по итогам работы с наставником составляется ИПР, и далее реализуется этот ИПР с использованием ресурсов и всех возможностей нашего университета. Что получает молодой учитель, участвуя в нашем проекте? В чем ценность? Во-первых, молодой учитель попадает в профессиональную среду таких же молодых учителей, получает наставничество от опытных педагогов нашего университета, а также от учителей-победителей профессиональных конкурсов из Ассоциации молодых учителей Республики Саха-Якутия. Ну и очень важно, конечно, что учителя получают полную диагностику своих профессиональных компетенций, проходя процедуру независимой оценки квалификации. Ну, звучит очень интересно. Вы как участник, расскажите, как вы решились принять участие и что уже успели для себя вынести из этого проекта? Я окончила Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета в 2021 году и с того момента работаю по своей специальности. Имея 4-летний багаж знаний, опыта, все равно никогда не поздно усовершенствовать свой навык и развиваться. И как раз проект является тем самым мостом для меня, где методика превращается в живой инструмент. Также полезное извлечение для себя – это, конечно же, проектирование самого себя, во-первых, и новые знакомства, где происходит обмен и распространение опытом. Также в ходе диагностики каждый участник увидел, по каким направлениям следует дальше развиваться и работать. По данным диагностики каждый составил свой индивидуальный план развития, по которому мы будем работать в течение этого года. Прасковья, расскажите, какие мероприятия включены в акселератор для учителей и чему будут учиться молодые специалисты? Да. Наш проект длится весь год и поделен на 2 части. Первая часть — весенняя школа, она у нас стартовала с марта и заканчивается в эти дни. И вторая часть — осенняя школа, стартует с октября по декабрь, будет проходить. Основные мероприятия весеннего семестра — это диагностика, работа с наставниками. Очень важным мероприятием первого семестра является прохождение независимой оценки компетенций на базе экзаменационного центра СПК в сфере образования нашего университета. Как раз сегодня и завтра наши молодые педагоги сдают такую независимую оценку квалификации, по итогам которого они увидят, где у них сильные стороны, где у них есть пробелы для дальнейшего развития. Это очень важно. В осеннем семестре у нас запланирована работа 4 треков. Учитель тут уже выбирает сам, кем он хочет стать. Учителем, который готовит учителей-олимпиадников, учителем, который проводит исследования, или учителем, который проводит проектную работу в целом для развития школ. У нас есть треки социальное проектирование и лидерство. Это для тех учителей, которые как раз нацелены на управление будущим школой. Это проект для разработки проектов развития школ. Следующий трек — это современный урок. Это для тех учителей, которые хотели бы развиваться в методическом плане. Следующий трек — это индивидуализация и дифференциация обучения для тех учителей, которые хотели бы усилить работу с детьми с ОВЗ и с детьми с повышенными образовательными потребностями. И следующий, последний трек — это трек научный.
Да, научный трек – это для тех, кто хотел бы научиться писать статьи, проводить педагогические исследования. Вот такие у нас треки будут работать в осеннем семестре. Ну, вроде всесторонние. Можно найти что-то для себя. Да. Вот вы что для себя нашли, что вам особенно понравилось, и как считаете, почему это правда важно для развития педагогов в современной действительности? ИПР-акселератор — это среда, где тебя не контролируют, а ресурсируют и открывают перед тобой новые возможности для дальнейшего развития. Также мне очень нравится наше взаимодействие с наставниками. Они идут рядом с нами и также вместе с нами развиваются. После, наверное, 2-3 лет работы молодой педагог медленно, но все равно сталкивается с эмоциональным выгоранием. И вот как раз-таки индивидуальный план развития является таким неким психологическим щитом. Он учит правильно расставлять приоритеты, правильно сконструировать свой план работы, делегировать тайм-менеджменту. И что самое важное, это видеть свой рост наглядно. Здорово. Скажите, кто участвует в проекте и как проводился отбор? В нашем проекте принимают участие молодые педагоги из школ-партнеров нашего университета. Принимают участие 50 учителей. Вот это у нас пилотный проект, и результаты первого семестра говорят о том, что проект нравится молодым учителям, что этот проект очень востребован среди школ, поэтому второй семестр, осенний семестр, мы будем расширять и будем приглашать новых участников, новые школы. Так что это такой динамичный, открытый проект, который дальше будет развиваться. Ну и всегда очень интересно узнать, почему выбрали профессию учителя. Наверное, это самый часто задаваемый вопрос. И как бы банально это ни звучало, это, наверное, пришло ко мне с детства. Так как я являюсь старшим ребенком в семье, я всегда следила за своими младшими братьями и сестрами. И, наверное, именно тогда я поняла, что объяснять сложные вещи простыми словами – это определенный талант, которым я обладаю. Но все равно перед поступлением в институт я перебирала различные варианты, начиная от психолога, заканчивая менеджером, и все равно возвращалась к одному и тому же, что я хочу видеть этот живой отклик и искры в глазах у детей. Роль учителя в современном будущем, да, если рассматривать, то дети уже сейчас живут, к сожалению, в клиповом мышлении и в 5-секундных роликах. И конкретно в этом случае роль учителя не только удерживать, да, внимание ребенка, но и суметь его завлечь, привлечь, заинтересовать ребенка с использованием различных современных технологий, цифровых технологий, да, возьмем того же самого искусственного интеллекта. А вообще учитель будущего, как мне кажется, это не тот человек, который все знает, но тот человек, который умеет ценить, да, поймать эмоции и увидеть, то есть не дать ребенку затеряться в этом цифровом мире. Ну, спасибо большое, очень интересная тема, успехов вам в работе. Спасибо. Но наш эфир подходит к концу, и чтобы вы сохранили правильный настрой до вечера, в эфире премьера клипа на песню о выборе своей судьбы в исполнении юной звезды. Слушаем, вдохновляемся и выбираем свое счастье. Я пытаюсь найти ответы, чтобы стал все ярче света. И верно выбрать свой путь. Всем тянемся выше к звездам, но теряясь на перекрестках. Куда не знаем свернуть. Нам столько дверей открывает мир. Осталось понять, что же мы хотим, куда мы идем и куда летим. Выше радуги, по
вперед.